Давайте в железных найдем сундуках и стрелы, и лук, пусть звенит тетива. Давайте о том, что сокрыто в веках, на белой бумаге напишем слова. Это было, когда начало изначальное расцветало. Загоралось первое зарево, созидалось первое марево. Не всходила еще трава, не звучали еще слова. Выйдя издалека, сходились два быка, дрожа всколыхнулись холмы под быками, и вихри взметнулись у них под ногами. Перепутались полночь с рассветом, перепутались небо и быль, и над миром в туман одетом поднялась пугливая пыль. Все таинства прихода в мир к ним народ постиг. И все же был наивен, как дитя, молился рекам и горам и чудищам лесным. Дрожал, когда плясал шаман и в бубен колотил. Нет, не шаманский бубен судьбы нашей нить плетет. Мы сами судьбу добудем, наш молот ее кует. Мы над землей разжигаем без волшебства колдунов зори мартеновских плавок из искры таежных костров.
силуэтами новостроек и контуром вышек, самолетами, устремленными ввысь, радугой электрических вспышек нам сейчас улыбается жизнь. Здесь, в степи, родились чабаны, ветры их свободные встречали. Степь без края, травы и холмы, словно в колыбели их качали. И всю жизнь они овец пасли, в зной, в зимний холод их спасали. Половину Азии прошли, тысячи тропинок истоптали. Пусть нелегок труд у чабана, пусть его дороги бесконечны, степь — его родная сторона, с нею в сердце счастлив он навечно. И кажется, степь бескрайняя, а какая в степи весна! Только мы-то выросли, нам тесна уже степь, тесна. Там, где шаманы выли, где стон стоял над землей, мы в недрах ее открыли вольфрам, металл голубой. Мы золото отнимаем у цепких горных пород. Мы тайные клады земные тебе возвращаем, народ.
Смолкает тайга бескрайняя в ожидании зимнего сна. Только мы навсегда разбужены, нам тесна эта даль, тесна. Жить без корней не может кедр высокий. Заключена в истоках жизни реки. У искусства далеки истоки, у искусства корни глубоки. Народная артистка СССР Лариса Сахьянова. Встань пятую, аккуратнее. Теперь руку опускай вниз, плечо держи на месте. Через низ рука прошла. И во вторую позицию открыла ручку. Плечо на месте, локоть подними немножечко. А локоть наверх. Теперь наверх рука пошла. И полупальчики. Раз, два, и три, и четыре. Вытянуть и под руку головку. Обе ручки на вторую позицию. Вот так.
Дело в том, что балет написан лет 15 тому назад. Я являюсь одним из авторов этого произведения. Причем за это время балет беспрерывно в Улан-Удэнском оперном театре идет всегда с аншлагами. И вот группе создателей было присвоено звание лауреатов Государственной премии РСФСР имени Глинки. Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Бао Ямпилов. Я довольно давно пишу музыку. Начал я музыкальное творчество с 30-х годов. Я научился как-то вот в нашем народном стиле, что ли, работать. Бурятская народная песня одноголосна, в отличие, например, от русской народной песни. И русские всегда пели многоголосные песни. Это, я считаю, что диктовал уклад жизни этих народов. Но русские всегда жили поселком, селением. Откуда же было взять многоголосие кочевнику? Распахнись предо мною, загадочный город, укажи мне дорогу в твои этажи. Я тебе расскажу про чащобы и горы, ну а ты мне в ответ о себе расскажи. Я прошу у тебя, изведанный город, все, что знаешь, что любишь, чем дышишь, пиши.
гениальность Толстого и мудрость Тагора занеси мне скорее в страницу души. Умножая богатство ее постоянно, пусть ложатся рядами бесценнейших строк и Бетховена страстность, и нежность Шопена, вдохновенный Уитман, тоскующий Блок. Подари мне все ритмы, все звуки, все краски, все вместить я сумею, ты только дари. Поэт Николай Домдинов. Я пишу о людях сегодняшнего дня, но без знания прошлого наше представление о сегодняшнем дне будет неполным. Вот потому, наверное, я и написал поэму о Доржи Банзарове. В те страшные года народ рождал богатырей, таких, что нынче не поднять их над головой, но не рождал людей, чья мысль была стрелы быстрей, таких, кто б факелом зажег над степью разум свой. В который раз над миром встав, льет солнце зной с высот, дремотно марево висит, качаясь над травой. Ужель настанет этот час, и сын степей шагнет с сиянием разума в глазах из юрты кочевой. Этот час настал, как мы знаем, в 17-м году. Мария Михайловна Сахьянова, член КПСС с 1916 года, подпольщица-революционерка по кличке Бурятка. Я была в тот период работником второго городского райкома партии Петрограда, секретарем комитета, районного комитета. И я с активом и во главе наших трудящих 17 района, рабочих, мы приехали встречать на Финляндский вокзал, на площадь Финляндского вокзала встречать Владимира Ильича Ленина. И вот я первый раз увидела того, слово которого я услышала в нелегальных условиях в 1915 году и полюбила его и его идеи. И когда уезжала в Сибирь, конечно, несла в своем сердце те идеи, которым я следовала. Считали мы, что мы должны вместе, рука об руку, с русскими рабочими крестьянами строить советскую власть, объединенные советы создавать, потому что наших сил было мало. Мы потеряли виднейших руководителей, которые отдали свою кровь, свою жизнь в борьбе с врагами народа. Из последнего письма казненного революционера Алексея Гордеева к его матери. «Мамуся, моя дорогая, когда ты получишь это письмецо, твоего Алеши не будет в живых. В течение 16 часов решили нашу судьбу и вынесли 9 смертных приговоров. Входит секретарь и объявляет о помиловании 4 товарищам, которых уводят в тюрьму.